Добрый день, меня зовут Екатерина, и я являюсь методистом школы языкового ПЭТ. Сегодня я хотела бы с вами поговорить, как проходит обучение у наших малышей и у младших школьников. Начнем с того, что в нашей школе существует огромный, просторный кабинет, который у нас является детско-игровой, одновременно кабинетом изучения иностранного языка. В кабинете есть все самое лучшее для наших маленьких детей. Это яркие красочные игрушки, маленькие разноцветные столики и стулья, удобные коврики, где дети могут полежать, поиграть, посмотреть мультфильм, послушать музыку на иностранном языке. Кабинет оснащен огромным количеством иллюстрированных материалов, пособий, раскрасок, наклеек. Наши маленькие дети во время своего занятия никогда не устают. Родители очень часто волнует вопрос, как же ребенок может выдержать 40-60 минут на иностранном языке, если он еще не совсем хорошо разговаривает на русском языке. Это совершенно является не проблемой, так как дети во время своего занятия очень быстро меняют сферу своей деятельности. Каждые 3-4 минуты ребенок меняет активность. Они работают в парах, в командах, в группах, соревнуются. Мы слушаем, рисуем, бегаем, прыгаем, изучаем различные песни, создаем проекты, раскрашиваем, клеим, вырезаем. Все это происходит при полном погружении в иностранную среду, при полном погружении в изучение английского языка. На уроках огромное значение уделяется также индивидуальным интересам ребенка. Мы знаем, что в этом возрасте всем нравятся красочные яркие мультфильмы. У каждого ребенка есть свои любимые игрушки, есть любимые сказочные герои. Во время наших занятий все эти персонажи к ним приходят, разговаривают с ними на английском языке. И мы видим огромные результаты и улучшения при изучении языка, когда каждый ребенок стремится рассказать своему любимому персонажу все о себе. Как его зовут, сколько ему лет, что он любит, что ему нравится, чем он занимается в свободное время. Все наши учебные пособия для детей этого возраста, они основаны на сюжетной линии одной семьи. То есть ребенок, когда изучает язык, он сталкивается на уроке с теми ситуациями, которые окружают его каждый день. Он видит одних и тех же родителей, детей, своих друзей, их увлечения, занятия в свободное время, то, чем занимается семья на выходных. То есть ребенок, изучая, описывает все то, что происходит с ним и с его лучшими друзьями. Учебные пособия оснащены огромным количеством творческих проектов. Дети создают вместе с преподавателем огромные красочные плакаты, постеры на основе тех тем, которые они изучают. Еда, одежда, хобби, спорт, любимые игрушки. Затем дети представляют, делают самопрезентации и рассказывают о том, что они нарисовали, что они раскрасили. Учебные пособия оснащены огромным количеством наклеек. То есть дети подкрепляют каждый день свой вокабуляр, затем огромным количеством дополнительных заданий. Дети вовлечены в процесс изучения английского языка, играя. И это самый главный момент при нашем обучении. То есть ребенок даже не понимает, что сегодня он изучил какую-то грамматическую конструкцию. Да? Он не понимает, что вот сегодня мы будем изучать новые слова. Все это происходит в естественном процессе, играя и примеряя на себя различные ролевые и социальные роли. Детям очень интересно участвовать в различных соревнованиях, в парных и групповых работах. Тем самым ребенок показывает, что он достиг. Для детей данного возраста у нас в нашей школе проходят тематические праздники, такие как Рождество, Новый год, День благодарения, День мам, пап, семьи, 8 марта. Уже маленькие дети в своем возрасте начинают учиться, как сделать приглашение, красочное, яркое на английском языке, как писать открытку своей маме, папе, бабушке, дедушке, своему любимому другу. Мы можем сказать, что даже самый шумный непоседа будет вовлечен в процесс изучения языка, и уже в скором времени вы увидите его результат.